Приветствую, смотрите, подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас карта дня на 3 августа. Это у нас среда. Мы с вами смотрим все знаки зодиака, что будет происходить у каждого из вас. И начинаю я с Овнов. Смотрим Овны первые. Покажите мне события, которые будут происходить у Овнов 3 августа. Какие события будут в среду? Угу. Так, среда, 3 августа, среда. Овны. Смотрим, интересно. Сыпалось все, переворачивалось. Какая-то суета, суета-сует. Сейчас посмотрим, что карты еще покажут. Гости. Может быть, будете готовиться к приходу гостей, да, какая-то вот будет беготня, метушня. Казенный дом, посещение госучреждения. Общение с друзьями. Может быть, друзья будут в гостях. Надежда и оптимизм. Положительный такой настрой. Рыбу нельзя. Так, смотрим горизонтали, вертикали с вами теперь. Значит, яблоко нельзя. Здесь нет. Смотрим вертикали. Нет, нет. Нет. Нет, я не вижу совпадения ни горизонтали, ни вертикали. Значит, у вас получается в этот день 4 события. Первое. То ли пойдете в гости, то ли к вам придут гости, общение с гостями, посещение какого-то госучреждения, да, то есть там может быть там поликлиника, не знаю, там стоматология, там может быть суд, налоговая, да, то есть какая-то вот госструктура, общение с друзьями и надежды. Возлагаете вы на этот день какие-то вот такие события. Ну, смотрите, все положительные, да, поэтому можно сказать, что день будет для вас хороший. Благодарю за внимание. Овны, переходим к тельцам теперь. Тельцы. Третье августа. Среда. События дня для тельцов. Покажите мне. Тельцы. Якорь. Якорь показывает фиксацию, да, то есть вы либо где-то фиксируетесь, бросаете якорь, да, долго проводите времени, либо якорь это еще мы что-то заканчиваем, да, то есть ставим точку в каком-то вопросе, который мог длиться, там, не знаю, месяцами, годами иногда. Ну что, у вас тут больше ничего я и не вижу. Ну, еще последнее событие выпало. Успех. Может быть, в этот день. Какой-то
результат, победа. Но опять же, понимаете, успех это может быть и якорь, да, то есть успешное завершение какой-то задачи, дела какого-то. Да, то есть, возможно, это такое очень важное событие для вас, поэтому другие не выпали, да, то есть вы будете думать об этой точке. Сейчас я еще посмотрю горизонтали, вертикали, нашла по горизонтали еще череп. Череп показывает плохое самочувствие, может показывать вопросы, связанные с медициной, медучреждением. Получение новости, электронная, скорее всего. Да, то есть какая-то смс-ка, либо письмо на электронную почту приходит с информацией. Ну, здесь нет совпадений. Значит, смотрите, получается 4 события. Первое, якорь. Да, то есть с утра что-то закончили, доделали. Или где-то заякорились, да, вот на целый день, вообще никаких событий. Просто где-то проводите время в одном месте. Не очень хорошее самочувствие или тема здоровья, болезней, разговоры, может быть, о болезнях. Успех и какие-то новости. Так что вот такие события у вас выпали на среду. Благодарю за внимание. Переходим дальше к близнецам. Так, близнецы. Смотрим, что у вас. 3 августа, среда. События для близнецов. Покажите мне, пожалуйста. Близнецы. Флаг. Первое, что я у вас вижу, флаг — это победа. Выигрыш, победа. Любовь. Змея. Змея — это какой-то человек на вашем пути попадется в этот день, да, с длинным злым языком. Иногда еще проигрывается часто как змея, либо внешне, либо по году рождения змея, да, то есть иногда человек не несет опасности. Траты могут быть, деньги, какое-то событие, связанное с деньгами. Кораблик нельзя. Болезнь. Плохое самочувствие, может быть, траты на свое здоровье. Может быть, вы планируете, да, посетить больницу в этот день. Или, может быть, в аптеку, да, зайдете, что-то купите для здоровья. Деловое общение. Домик нельзя. И солнышко. Прекрасное настроение будет в конце дня у вас. Радостны будете, довольны. Колебания. Выбор. Чемодан нельзя. Угу. Вертикали нет совпадений. Горизонталь только одна, вертикали нет. Значит, смотрите, у вас в этот день может быть победа, выигрыш. Вы будете стоять перед выбором. Или. Два варианта придется выбирать. Все хорошо будет в личной жизни. Встреча с человеком-змеей. Какие-то финансовые операции. Тема здоровья, медицины. Деловое общение. И в конце дня отличное настроение. Ну, день у вас просто тут очень активный. Смотрите, сколько событий, да, выпадает. Так что
Ну и все, в принципе, в основном можно сказать хорошие, да, если только вот вопрос, как змея проиграется, и череп пока непонятно. Благодарю за внимание, близнецы. Переходим к ракам. Так, раки. Третье августа. События для раков на среду покажите мне. Череп. Тема здоровья, тема медицины. Прям с утра может быть актуальна. Может быть, стали, да, и чувствуете себя не очень хорошо. А может быть, вы планируете посещать, если да, больницу там или лабораторию может показывать. Подарок. Может быть, надо будет какой-то презент, да, купить, если вы идете в больницу. Интимная связь. Ну, кровать — это еще может быть желание, да, полежать, не идти на работу, да, вот не хочется, да, вот если плохое самочувствие, кровать, да, хочется отдохнуть. Нерешенные вопросы, дела могут быть в этот день. Замок нельзя. Часы, время. Нужно следить за временем в этот день. Возможно, будет назначено куда-то вам на определенное время. Змея, встреча с человеком-змеей. Может быть, да, с вот этим человеком на определенное время назначена встреча. Этот человек может быть для вас опасен, да, то есть первое ее значение. Также этот человек еще может быть связан с медициной. Змея иногда медицину показывает. Может быть, это какой-то доктор. Угу. Да, видите, точно идет указание: встреча на определенное время с каким-то очень важным, влиятельным человеком, да, то есть человек в короне, имеющий статус, положение, да, то есть судья, допустим, налоговый инспектор, да, там, врач, преподаватель, то есть какой-то вот серьезный человек. У вас с ним будет встреча на определенное время. Может быть, начальник ваш. Так, печаль нельзя. Ну, здесь я не вижу совпадений. Что получается? Получается тема здоровья. Да, у вас с утра вот как-то будет вас беспокоить здоровье ваше. Затем получение подарка. Интимная связь может быть в среду. Нерешенный вопрос. Обязательно следите за временем. У вас может быть встреча на определенное время, и вы можете опаздывать, если будильник выпадает. И еще также будет встреча с каким-то человеком-змеей. Возможно, это описание вот этого человека в короне. Да, то есть по карте говорит, у него либо острый язычок у этого человека, либо он по году рождения змея, либо он имеет отношение к медицине. Да, то есть, скорее всего, что змея — это описание вот этого человека в короне. Ну, может быть, это будут два разных. Сложно сказать, понимаете, может быть и так, и так. Вот такая информация для вас на среду. Благодарю за внимание. И дальше перехожу я ко львам. Левушки следующие. Львы. Смотрим, что у вас. Третье августа.
Среда. События для львов. Покажите мне. Обман. Первое событие. Да, маска. Ссора, небольшая ссора может быть. Опять же, да, вот может быть это будет связано с обманом, эта ссора. Вы узнаете о том, что вас обманывали, да, и поругаетесь. Победа. Победа будет за вами. Общение с другом, подружкой. Поездка, дорога. Так, и проверяем горизонтали. Горизонтали нет. В вертикали есть ножницы. Ножницы показывают решение вопросов, да, решение каких-то дел. Все, что вот вы на этот день наметили, обязательно решится. Ну, больше я не вижу здесь совпадений для вас. Получается, у вас может быть обман в этот день, да, то есть кто-то будет в маске обманывать вас. Может быть небольшая ссора, победа. Может быть победа за вами в этой ссоре, хотя в ссоре победителей не бывает. В общем, победа, общение с друзьями, поездка и решение каких-то вопросов. Возможно, победа, да, вот в решении вопросов карта показывает. Если, например, суд у вас, да, или какое-то соревнование, карта говорит, что решается все в вашу пользу. Победа за вами. Так что вот видите, как есть, да, и хорошие события, общение, поездки какие-то, решения вопросов, но есть вот и один минус. Так что будьте осторожны, чтобы вас не обманули. Хотя иногда бывает, что это и мы обманываем, да, то есть и нам как бы события указывают, что нам придется обмануть, одеть маску, например, чтобы получить победу, да, то есть так тоже может быть, поэтому, ну, если вы никого не планируете обманывать в этот день, значит, скорее всего, обманут вас. Так, хорошо, левушки, вам все показала, теперь девы. Смотрим, девы. 3 августа, среда. События дня для дев. Покажите мне. Девы. У вас выпадает событие в месяце, то есть это какое-то событие, которое повторяется с вами каждый месяц. Возможно, даже вот выпадает на начало, да, на первые числа каждого месяца, что-то вы там делаете. Якорь. Якорь, 2 варианта. Тут либо у вас получится что-то закончить, поставить точку, либо вы где-то бросите якорь и будете долго находиться. Сейчас по событиям посмотрим. Может быть, они как-то уточнят, что это. Посещение госучреждения. Может быть, в этом госучреждении придется долго, да, вот, провести много времени.
Шарики, хорошие новости. И прибыль. Ну, вот смотрите, да, какие два замечательных события в конце дня. Может быть, хорошие новости, например, приходит смс, когда о том, что поступили деньги, да, на карту. Так, нерешенный вопрос еще какой-то есть. Нерешенный вопрос вечером. Тайное свидание нельзя. Больше совпадений я не вижу для вас. У вас получается в среду с утра будет какое-то событие, которое постоянно с вами повторяется. У вас якорь, ну, может, в принципе, показывать завершение, точка. Вот смотрите, цепь часто показывает дела, которые тянутся очень давно, да, то есть, может быть, несколько месяцев, больше года. То есть, это вот именно долгоиграющие, да, какие-то события. И якорь это тоже долго. То есть, якорь показывает, что дело, которое долго-долго не могло решиться, по якорю может решиться в этот день, да, то есть, вы поставите точку в этом вопросе и забудете, да, за эту цепь. Возможно, это вот будет происходить все в казенном доме, как вариант. В общем, точка, посещение госучреждения, решение нерешенных вопросов, хорошие новости и финансовые поступления. Так что смотрите, да, все события очень хорошие. Даже, возможно, решение какого-то дела, которое долго не могли решить. Благодарю за внимание, девы. Ну, так как у нас среда, день Меркурия, поэтому очень часто, да, в среду все нерешенные дела решаются. Хорошо, перехожу я дальше к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку вы найдете под этим видео в описании, если прокрутите вниз. Или же можете зайти на мой канал Таро Дома, найти там ссылку. Или еще как вариант оставляйте запрос в комментарии. Да, то есть я тогда в комментарии вам буду оставлять ссылочки, если вы не хотите искать. В общем, жду вас во второй части.